начала пандемии прошло уже почти 2 года. Сегодня в Нур-Султане все функционирует в нормальном режиме. Возобновлены перелеты во всех направлениях страны. Молодые специалисты АО «Кострансойл» с разных регионов слетаются, чтобы увидеться с друг другом вживую. Они прилетают, чтобы отчитаться о проделанной деятельности, увидеться, помечтать и посетить выставку «Киоджи». Молодые специалисты, безусловно, были рады увидеться. Не мудрено, ведь в последний раз ребята со всех нефтепроводных управлений и филиала собирались вместе в августе 2019 года на молодежном форуме в городе Актау. Беззаботные ребята тогда и не знали, что увидятся не скоро. Но, как говорят, чем дольше разлука, тем сильнее счастье встречи. Привет, Альфия! Как ты долетела? Привет, Бота. Отлично, все хорошо было. Какие ощущения? Ощущение только разница в погоде. Здрасте, как ваши дела? Хорошо, спасибо. Как долетели? Отлично. Как настроение? Супер, спасибо. Какие ощущения? Холодно что-то у вас. А какова цель твоего приезда? Участие в международной выставке «Нефтегаз Киоджи», а также сдача отчетов и обсуждение планов СМС. Здорово. Расскажи, пожалуйста, как прошла вакцинация? Вакцинация прошла хорошо. Я получил оба компонента еще в мае. Чувствую себя отлично. И всех тоже призываю получить вакцину. У меня зеленый статус, ребята. Я могу везде ездить. «27-я казахстанская международная выставка «Нефтегаз Киоджи-2021» проходит в столице впервые. Но, как и всегда, стенды превосходят друг друга в изобретательности. Сейчас мы находимся в выставочном зале. Стенды, выставленные здесь, напоминают нам сцены из какого-то футуристического фильма. Все очень ярко и красиво. Современные стенды, широкий выбор предлагаемых услуг и товаров привлекли много гостей. Среди посетителей были и наши коллеги. Сегодня к нам приехали все молодые специалисты всех наших обособленных структурных подразделений в составе 11 человек. Мы сегодня посещаем выставку Киоджи. Основная доля процентов, 80% от состава всех председателей СМС составляют инженерно-технические работники. Благодаря этой выставке наши работники могут изучить что-то новое для себя, посмотреть какие-то новые разработки в сфере нефтедобывающих, нефтетранспортных отраслей. В выставочном зале найти молодых специалистов можно было у стендов с предложениями для решения актуальных вопросов в нашем нефтепроводном деле. На данной выставке мне понравились стенды с изоляционными материалами для магистральных трубопроводов. Здесь, применяются жидкие методы нанесения изоляции, что получается практически такой же дает эффект, как и заводская изоляция, что помогает, защищает нашу трубу от внешней коррозии. Главной целью приезда каждого председателя молодежного совета из обособленных структурных подразделений компании было отчитаться о проделанной работе, а также выдвинуть свои предложения по деятельности СМС. На сегодняшний день, к сожалению, это положение, его нужно актуализировать, его нужно изменить по современной реалии. У молодежи была возможность дать свои предложения по дальнейшему взаимодействию. Я сегодня предложил добавить систему KPI для каждого УСП по отдельности в Совете молодых специалистов. И это делается для того, чтобы мы могли оценивать проделанную работу активными участниками Совета. Это все делается для того, чтобы у людей была мотивация, у молодых специалистов, чтобы делать, что-то привносить, придумывать и улучшать наше общество. Касательно полезных новшеств, руководство поручило председателям исследовать новые направления деятельности Совета молодых специалистов. На сегодняшний день СМС развивают культуру заботы об окружающей среде, активно занимаются благотворительностью и следят за безопасностью труда. О ярких моментах из жизни своего совета рассказал председатель Карагандинского нефтепроводного управления. Хотелось бы отметить мероприятие, посвященное ко Дню охраны труда, Всемирного дня охраны труда, в рамках которого была проведена викторина проверки знаний правил дорожного движения среди водителей.
победители которых были поощрены. Также хочу отметить обязательно благотворительность, которую мы не будем прекращать и будем продолжать работать, то есть помогать людям, нуждающимся в первую очередь. Ну вот и все. С чувством выполненного долга председатели СМС обособленных структурных подразделений наконец-то могут вздохнуть. А у нас появилась возможность пообщаться с ними в неформальной обстановке. Я нахожусь в кругу молодых специалистов. С нами здесь Регина из Центра исследований и разработок, Алтынай из Атырауского нефтепроводного управления и Олжас из Западного управления операторских услуг. Мы здесь собрались, чтобы поговорить по душам. Мы вот сейчас все встретились спустя 2 года. Вспомни, пожалуйста, свой первый день в Кострансойле. Опиши его. Ну, первый мой день в Кострансойле был примерно порядка 5 лет назад. Ну, было очень волнительно, тревожно, справлюсь я со своими обязанностями, должностью. Но в этом мне помог мой коллектив, он меня очень поддержал и по сей день поддерживает. Олжас, подскажи, пожалуйста, а вот что ты думал о транспортировке нефти, когда ты учился в школе, либо в университете? Или, может быть, ты слышал о такой компании, как АО «Кострансойл»? Больше я был знаком с Казногазом и про Кострансойл. Я слышал, но я не знал, чем занимается компания. Но потом, когда я устроился в компанию, я понял, как транспортируется нефть. Скажи, пожалуйста, Регина, с чем у тебя ассоциируется 25-летие компании «Кострансойл»? Тут у меня очень простой ответ – успех. То есть не каждая компания может похвастаться таким сроком. Поэтому и компании хочется пожелать дальше успехов и удачи. Ребят, слушайте, ну вот скажите, мы собираем разные идеи по поводу мероприятий к 25-летию нашей компании. Вот кто из вас смог бы... У вас есть какие-либо сейчас идеи, может быть? Да, давай, Регина. Первое, что пришло на ум, это наградить всех работников медалями и, наверное, премией. Я думаю, все согласятся и поддержат. Очень хорошая идея. Может быть, у кого-то из вас, Алтынай, давай, может быть, у тебя есть идея тоже? Ну, у меня идея, наверное, связана со спортом, так как я очень активно занимаюсь спортом, провести юбилейный марафон, ну, можно марафон, можно спартакиаду, так как мы очень давно не встречались со всеми, не виделись. Я думаю, вообще спартакиада объединяет, сплочает, и мы знакомимся с разными управлениями, начинаем больше общаться. И я думаю, как спортивное мероприятие должно быть одно из... Да, тем более после карантина, после такого долгого перерыва. Да, безусловно, спорт объединяет. Ужас, может быть, ты тоже добавишь что-нибудь? Как ты бы видел празднование? Празднование, ну, пока по управлению мы планируем провести конкурс СС среди молодых специалистов, среди работников управления на тему «Мен өзелінің патриотының» и наградить их денежными призами. Вот мы пока вот это планируем. Масштабного такого, но пока у нас идеи в планах, и мы это будем пока раскрывать не буду я. Все. Здорово. И, может быть, еще расскажете, вот у кого были вот такие самые вот яркие моменты в деятельности СМС за последние 9 месяцев? Вы сюда же приехали отчитаться, и вот, может быть, каждый из вас может, наверное, вспомнить такой яркий момент, чем вы, гордитесь вот в работе СМС в ваших нефтепроводных управлениях, в филиале ЦИР, например, у тебя? Наша номинация на Наурыз, мы участвовали и победили в конкурсе. Да. Мне кажется, это наша победа и самое яркое впечатление за 9 месяцев. Ну, это был же фотоконкурс, и, получается, для этого нужно было провести многое что. Мы тоже готовились, мы придумали, наша идея была достаточно такая креативная, мы на креативе решили сыграть. По-моему, у нас все получилось. Здорово. Ану? Ну, за 9 месяцев в целом у нас план работ, который мы себе поставили, задачи были выполнены. Были очень яркие события. Несмотря на пандемию, мы также участвовали в спортивных мероприятиях, также занимались благотворительностью. Поэтому я считаю, что несмотря на пандемию, у нас как-то есть что вспомнить за эти 9 месяцев.
То же самое, как Алтнай, у нас тоже все планы мероприятия, которые были запланированы, они все выполнены. Проведено несколько мероприятий. Но самое главное, во время вот этой пандемии 100% наших работников из числа молодежи, они все вакцинированы. Вот наше достижение. Ну что ж, это были наши душевные разговоры с нашей молодежью. Мы все очень рады друг друга встретить. Спасибо всем большое, что вы согласились прийти, поболтать со мной. Мы всегда рады. Спасибо. Вот уже 30 лет наша страна свободно развивается. В этом году у Казахстана, как и у наших молодых специалистов с обособленных структурных подразделений, тоже по-своему особенный год. Они поделились с нами своими профессиональными и личными достижениями. В 2021 году мы участвовали во многих мероприятиях, несмотря на карантинный режим. Осуществили многие соцпроекты, по благотворительной акции мы помогали детям из малоимущих семей, участвовали в марафоне, 10 километров пробежала, также организовали велопробег в честь 30-летия независимости Казахстана. В текущем году я стал ведущим инженером по диагностике. В этом году я пробежал много полумарафонов, и это достижение я хочу посвятить 30-летию независимости Республики Казахстан. В этом году мы празднуем 30-летие независимости Республики Казахстан. Я хотел бы поздравить всех своих земляков с данным праздником, пожелать всем ясного неба над головой, благополучия, успехов. Поздравляю молодых специалистов АО «Казтрансойл» 30-летием независимости Казахстана. Желаем всем процветания, успехов в работе, чтобы в дальнейшем только были очень высокие достижения у наших молодых специалистов. Хочу поздравить всех казахстанцев с 30-летием независимости. Желаю нам всем светлого неба, чтобы у нас не было войны, чтобы мы все также мирно жили. Процветания Казахстану. Ну что ж, наши молодые специалисты успели завершить много дел. И на выставку нефти и газа сходить, и отчитаться перед руководством, обсудить и наметить будущие планы деятельности. Их приезд оказался весьма продуктивным. Остается лишь пожелать им успехов в выполнении поставленных задач. Молодые нефтепроводчики только вперед!